Видео оlanlar menamdona видеотышьяс. Тавун барат янка дме, волочь светлана, а сычка комик и урок. Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Время разговорного коми-языка. Итак, начнем. А хотя продолжим. Помните, мы на прошлом уроке с вами изучали животных. Пемасьяс. Животные. Пемасьяс. Сегодня мы продолжаем эту тему. И не просто так продолжаем, а интересно и своеобразно. Вот такая интересная штука у нас сегодня в изображении. Вот она. Все думали, что это штука. И, конечно же, мальчик, который нашел его в 1975 году в селе Старожевск Карткировского района. Звали его Николай Латкин. Но, попав в руки ученых, они поняли, что это не просто интересная штука, а древнепромысловый коми-календарь. Посмотрите, изображение на этом календаре не просто коми-орнамент какой-то, а изображение промысловых животных. Они обозначали животных, период времени и интересные факты, связанные именно с этим промысловым животным. Сегодня мы познакомимся не только с названиями этих 9 промысловых животных, но и с периодами и интересными фактами. Очень интересно, что время исчисления в этом календаре шло не с Нового года, а с 21 марта, то есть с весеннего солнцестояния. И время исчисления изображалось маленькими насечками. Итак, поехали, знакомимся с животными пемасьяс и с древнепромысловым коми-календарем. Первое животное, которое было с 22 марта по 27 апреля, это ож. Ож или медведь, период медведя, ож. Чем же знаменателен этот период? Именно в этот период медведи покидают свою берлогу. То есть с 22 марта по 27 апреля ож покидает свою берлогу. Второе животное, период которого был с 28 апреля по 2 июня, это кыр. Кыр. Олень. Кыр. В это время происходит отел. Третье животное – горностай. Горностай. Щёдбаш. Горностай. 3 июля по 4 августа. 3 июня по 4 августа период горностая или щёдбаш. Именно в этот период у этих животных активизируется хищническая деятельность, и они начинают похищать все с лесных избушек. Горностай, щёдбаш. Четвертое животное – росомаха, сан. Росомаха, сан. Сан, росомаха. Этот период с 5 июля по 9 августа. Именно в этот период начинается кочевая жизнь самки росомахи и ее детеныша – сан. Следующий период – лось, йыра, лось. С 10 августа по 4 октября. Йыра, йыра, лось. Начинается гон диких копытных. Следующий период – период выдры. Вурд, выдра, вурд. Этот период длился с 5 октября по 19 декабря. Именно тогда охотники начинают промышлять на пушных животных, то есть с промысловых зверей переходит на пушных. Следующий период – период лисицы. Руч. Руч
лисица, руч с 20 декабря по 24 января. В это время самый густой мех у лисиц. Руч, лиса. Следующий 8-й период – период белки. Ур, белка. С 25 января по 21 февраля. Ур. Начинается гон у белок. Ур. И последний 9-й период – это период куницы. Тулан. Тулан, куница. Тулан. С 22 февраля по 21 марта. В этот период пик активности этого пушного зверька. Тулан, куница. Итак, дорогие друзья, сегодня мы познакомились с лесными зверями, с их названиями и древнепромысловым коми-календарем. Мы молодцы! Молодец час! Аддишлитеч!